Начинаю урок! Здравствуйте, ребята! Приветствую вас на уроке математики. Тема урока – умножение нуля, деление нуля. Сегодня на уроке познакомимся с приемом деления нуля на число. Закрепим знание таблицы умножения. Отработаем навык умения решать задачи. Девиз урока. Вот звонок нам дал сигнал. Поработать час настал. Так что время не теряем и урок наш начинаем. Повторим табличные случаи умножения и деления. Заполните пустые клетки в таблице деления. Повторите правила нахождения неизвестного делимого и неизвестного делителя. Чтобы найти неизвестное делимое, надо частное умножить на делитель. Чтобы найти неизвестный делитель, надо делимое разделить на частное. Проверьте, верно ли вы заполнили таблицу. Заполните пустые клетки в таблице умножения. Повторите правила нахождения неизвестного множителя. Чтобы найти неизвестный множитель, надо произведение разделить на известный множитель. Проверьте, верно ли вы заполнили таблицу. А теперь проверим, умеете ли вы мыслить логически. Решите занимательные задачи. Первое. 3 первых урока были математика, русский язык и чтение. Математика была не первым уроком, чтение не первым и не третьим. Каков был порядок уроков? Как вы рассуждали? Математика не первый урок, значит, второй или третий. Чтение не первый и не третий, значит, чтение второй урок. Математика третий, а русский первый урок. Молодцы! Вторая задача. Сын сапожника – плотник. Кем приходится сапожник плотнику? Конечно, отцом. Третья задача. Брату 7 лет, а сестре 5. Сколько лет исполнится сестре, когда брату будет 10 лет? Молодцы! 8 лет. Объясни своему другу, как ты рассуждал, решая эту задачу. Запишите к примерам на умножение. 7 умноженное на 8 равно 56. 9 умноженное на 4 равно 36. 6 умноженное на 5 равно 30. Все возможные случаи деления. Проверьте. Так у вас получилось? А теперь немного отдохнем и выполним гимнастику для глаз. Внимательно следите за солнышком. Отдохнули? Продолжаем работать. Расставьте примеры в 2 столбика.
Проверьте. Почему так распределили? В первый столбик примеры с ответом 4. Во втором столбике с ответом 5. Хорошо. Все ли примеры вы смогли решить? Нет. Есть здесь лишний пример. Чем этот пример отличается от остальных? Здесь есть пример с нулем. А от нуля можно ожидать разные фокусы. Это необычное число. Вспомните, что вы знаете про 0. А умноженное на 0 равно 0. 0 умноженное на А равно 0. 0 плюс А равно А, где А может быть любое натуральное число. Например, 7 умноженное на 0 равно 0. 0 умноженное на 9 равно 0. 0 плюс 5 равно 5. Посмотрите, какой он коварный. Когда его прибавляют, он не изменяет число. А когда умножают, превращает его в 0. Подходят ли эти правила к нашему примеру? Нет. Как же он поведет себя при делении? Что же надо сделать, чтобы решить пример верно? Конечно, узнать правила деления нуля. Как вы думаете, какое решение верное? 0 разделить на 5 равно нулю или 0 разделить на 5 равно 5? Действие деления связано с действием умножения. Это значит, надо найти число, при умножении которого на 5 получится 0. Х умножить на 5 равно 0. Значит, 0 деленное на 5 равно 0. Какое же правило теперь можно сформулировать? Из свойства умножения 0, умноженный на любое натуральное число, получается 0. Следует свойство деления, связанное с нулем. При делении нуля на любое натуральное число, кроме нуля, получается 0. А давайте попробуем любое число разделить на 0. Например, 5 разделить на 0. Сколько получится? Нельзя подобрать такое число, при умножении которого на 0 получится 5. Запомните, на 0 делить нельзя. Давайте посмотрим, как эти знания пригодятся вам в решении выражений. Выполните задание. Подумайте, надо ли выполнять первое действие в скобках, если вторым действием надо умножить на 0. Проверьте, верно ли вы справились с заданием. Подумайте, какие правила помогли вам в решении выражений. Правильная расстановка действий в выражениях,
правило умножения с единицы и нулем, и правило, с которым сегодня познакомились, деление с нулем. Проверьте результаты. Я думаю, у вас все получилось верно. В каких еще заданиях может понадобиться знание этого правила? Например, в решении уравнений. Решите уравнение путем подбора. Вспомните правила нахождения неизвестного компонента действий. Проверьте, верно ли вы подобрали корни уравнений. Отлично, вы молодцы. Как вы думаете, часто ли в задачах используется число 0? Нет, не часто, так как 0 – это ничего, а в задачах должно какое-то количество чего-нибудь быть. Тогда будем решать задачи, где есть другие числа. Прочитайте условия задачи. Актовый зал освещают 8 люстр, по 9 лампочек в каждой, и еще 10 лампочек над сценой. Сколько всего лампочек освещает актовый зал? Запишите краткую запись и решите задачу. Проверьте краткую запись. У вас получилось так же? Молодцы! Что можно узнать первым действием? Правильно. Сколько лампочек в зале? 9 умножаем на 8, получается 72 лампочки. Вторым действием складываем лампочки в зале с лампочками на сцене. 72 плюс 10 равно 82 лампочки всего. Запишем ответ. 82 лампочки освещают актовый зал. Молодцы! А можно ли эту задачу решить выражением? Подумайте, посмотрите, такое выражение у вас получилось? Хорошо. Расскажите своему другу, как вы рассуждали, составляя это выражение. Наш урок подошел к концу. Ответьте на вопросы. Что особенно заинтересовало вас во время урока? Как связано умножение с делением? Какие правила умножения с нулем и единицей вы повторили? С каким новым правилом вы познакомились на уроке? Где в жизни вам пригодятся эти правила? Я прощаюсь с вами. Вы молодцы. До новых встреч!